Здравствуйте. Мы сегодня отправляемся на экскурсию в национальный парк Ленские столбы. Если вы планируете поездку в национальный парк Ленские столбы, готовьтесь к тому, что большую часть времени у вас займет дорога. У нас на это ушло почти целый день. С 8 до 9 вечера нас занял этот. Расстояние с Якутска до национального парка где-то 250-260 километров в одну сторону. Дорога холмистая, очень местами с крутыми подъемами, с крутыми спусками. Подъехав к границе, мне дали оладушки, сказали, нужно покормить духов, выложить по часовой стрелке, но люди оставляют не только оладушки, конфетки, сигареты, денежки и в таком духе. То есть выкладываться по солнечному кругу. Немного пофотографировавшись, устроив небольшую фотосессию, мы отправились в путь. Где-то минут 10-15, а может и 20. Мы приехали к следующему месту, где тоже устроили небольшую фотосессию. Я не знаю, что это за памятник. По-якутски не умею читать. Памятник действительно красивый, такой грандиозный орел. Народа Саха тотемным животным является лошадь. И везде в Якутске на границе стоят лошади. Даже на одежде у них лошадь. Уезжая на ледовую переправу, это страшновато становится, что под тобой лед и ничего больше, а под льдом вода. Вдруг где-то будет промоина. Местами переправах такая не очень, с выбоинами, с ямами. Обычные российские дороги, ничего в этом удивительного нету. Такая ситуация везде. Немного потерпев, сжав кулачки, перекрестившись, едем дальше. Еле по реке Лене, расстояние до Ленских столбов примерно где-то километров 10-15. Такая белоснежная целина, нетронутая. Местами есть поилки для животных, для лошадей, для коров. Сделаны человеком, они так щитами обставлены, чтобы их не задувало. Лошади прям подходят, пьют. Меня это, конечно, удивило очень так сильно. Снимать в таких условиях, когда дорога иногда очень сильно трясет, невозможно. Получаться как на американских горках. Вроде бы ты снимаешь, а вроде бы у тебя и не получается. Нюансы, еще раз нюансы. В машине ехало 7 человек, минивэн, машина большая, просторная. На такую, кстати, удобно подвигаться куда-то на юг, либо на дальняк, сразу большой компанией, большой семьей. Водитель женщина, так уверенно и мягко ведет машину. Наверное, у нее большой стаж, считаю, больше 500 километров мотануть за день. Это достойно уважения. Женщина-дальнобойщик, можно даже ее назвать. Дорогой зритель, я хочу извиниться перед вами за плохое качество картинки. Сами понимаете, такие условия. Попробуй-ка поснимай. Вот какое качество дороги, ледовой переправы. Невозможно нормально снимать. Очень сильно трясет. Как могу, так и снимаю. В основном по берегам реки Лены стоят туристические базы, небольшие поселки. Таким способом люди зарабатывают себе на пропитание, хоть небольшое, но какую-то денег.
За тысячи лет ничего не изменилось. Человек также на скалах оставляет рисунки, послания. А пещерные люди. Поехали дальше на Ленские столбы. Через большой промежуток времени показались на горизонте те самые знаменитые Ленские столбы. Обратите внимание, с левой стороны треугольник. Там стоит фигура одинокой девушки, столбик, можно так сказать. По легенде, она была из богатой семьи, а он из бедной. Но они полюбили друг друга, но родители не давали согласия, и она пошла, и эта история закончилась трагично, и Творец создал эту одинокую фигуру. Подъехав к месту, мы увидели, сколько очень много машин, много очень туристов. Место пользуется популярностью, но, к большому сожалению, туда вход оказался платным. Вопрос, за что? Вход взрослый 300 рублей, пенсионерам 150, детский 150. На вопрос охране, есть ли какая-то документация на месте, могу ли я с ней ознакомиться, мне ответили, документации никакой нету. Я говорю, а где можно ее посмотреть? Охранник мне ответил, что либо в Покровске, либо в Якутске. Но, получается, на билете не написана была цена. Место очень пользуется популярностью среди туристов. В том числе сзади нас шли иностранцы. Они даже по-русски не понимали. По-якутски тоже не понимали. То есть, где-то из-за границы, наверное. Я не знаю, откуда они. Я пытался с ними... Нет, я не пытался поговорить с ними по-английски, потому что английский не знаю. Все, начался подъем. Для вас это займет несколько минут. Везде предупреждающие таблички, что осторожно могут выйти животные, либо скользко. В таком духе. У меня заняло где-то 2 остановки по этой лестнице. То есть я останавливался, отдыхал и поднимался вверх. После подъема где-то я ждал их минут 10 или 15. Voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my right life. Wanna be high life. I feel so reckless, calling them all night. I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might as well have still on that. It's the only thing that I'm fucking do.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't jump in the fear. I've been flying from town to Olur herenlerin rahmeni ve London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Поднявшись наверх Ленских столбов, ожидаем своих спутников, с которыми приехали. Якутия-Саха по-прежнему меня удивляет своими масштабными природными красотами. В таком духе, смотрите, как красиво тут. Народу очень много. Одно лишь только огорчает, что вход сюда наверх платный. Подготовка, конечно, хромает. Тут у них везде не посыпанные дорожки наверху. Внизу как-то более-менее еще, а наверху не очень. Вот. Выезжали, когда из Якутска, было прохладно очень так. Взял две курточки, точнее Виктория взяла одну курточку, я там завыпендривался сначала, тепло, тепло, тепло. А потом как приморозило, сразу быстренько оделся. Девушка, можно вас попросить сфотографировать нас?
поводу контролеров в парке. Вот сколько хожу уже, наверное, минут 10 или 15 уже здесь на вершине, примерно по ощущениям. Ни одного контролера на пути не встретил. То есть, они не делают с ровного места. Надо посмотреть документацию у них, чем они занимаются, есть ли лицензия у них. Короче, будем пробовать. Находившись вдоволь по ступенькам, я решил скатиться по горочке, вспомнить детство, что это такое. Пока сидел, ждал, пока уйдет бабушка, которая скатилась и до меня, у меня попка замерзла малость. Теперь поехали вниз. Зрители, как вы считаете, что это такое? Ни за что не догадаетесь. Это суровые якутские кафе. Из теплицы сделаны. Достаточно намерзшись на улице. Вверху очень там тепло, а внизу достаточно прохладно. От реки очень сильно тянет. Пить чай вместе с вами. Очень сильно намерзлись. Теперь будем отогреваться возле печки. Тут тепло, очень-очень тут тепло. Вот долгожданная дорога домой, возвращение, преодоление такого же расстояния в обратную сторону по замерзшей реке Лена. И меня, как обычно, в машине выключит, я усну. Возвращаемся на закате. Солнце светит в зеркало. Вообще так классно. Мне нравится. Впечатление размывчатые. Уже стало темно. Потихонечку движемся домой. Я не замечу, как пролетит время. Очень быстро так. Всем доброго вечера. Хочу подвести итоги сегодняшней нашей поездки на Ленские столбы. Достаточно далеко находится от города Якутска. 260 или 250 километров примерно. Это по моим ощущениям. Может гораздо больше. Вот. Итоги поездки нашей минус 2000 рублей дзин. Это мы вдвоем ездили за 1000 каждый человек. Получается. Вот. Приехав туда, в национальный парк Ленские столбы, меня, конечно, удивило, что за природное достояние с вас взимают плату, чтобы посмотреть и подняться. Но, с одной стороны, это парк, вот, они, оказывается, продают электронные билеты. Вот. То есть, по-моему, взрослый 300 рублей стоит и группа 600 рублей. Я точно не помню, я скрин вставлю, фото точнее вставлю, сколько что стоит. Посмотрите. Вот. Но, с одной стороны, конечно, хорошо, что там следят, убирают, но не всегда. Не всегда там есть где-то местами мусор валяется, где-то скользко очень, не везде посыпают. Но везде предупредительные таблички висят, что осторожно, скользко.
Возможно, я еще туда вернусь, а возможно и нет. Кто знает, как повезет. Для многих это просто бизнес, а для многих нет. Возможность провести вечер, убить целый день. Не знаю, посмотрим, что из этого дальше будет. Конечно, возвращаясь обратно домой, смотришь по сторонам, проезжаешь улусы, это по-якутски так они называются, по-моему, улусы. Вот, а по-нашему это деревни. Вот, смотришь, там через один дом пустой, свет не горит. Вот, то есть люди уезжают, бросают свои дома, уезжают куда? В город. Либо в Якутск, либо в какие-то поближе города. Но в селах, в улусах жизнь потихоньку умирает. Соответственно, это то, что нет работы, это мое чисто субъективное мнение. Я никому не навязываю его. Просто делюсь, что увидел, то и рассказываю. Не призываю никаким действиям. То есть, оставляйте свои комментарии по этому поводу, что вы думаете. Надеюсь, что будет все хорошо. И мы вместе с вами будем дальше продолжать общаться, смотреть друг друга. Я много очень блогеров смотрю. И все, кто меня смотрит из блогеров, вам тоже огромный привет. До скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Сергей Тихий. До скорых встреч.